Президент Эмомали Рахмон в честь 9 мая в сопровождении своего сына, спикера Верхней палаты парламента Рустами Эмомали, в столичном парке Победы возложил венки к так называемому «Вечному огню». Рахмон отметил в своем выступлении, что современный мир после победы над фашизмом столкнулся с новой чумой – радикализмом, экстремизмом, терроризмом, и этим угрозам, по его словам, необходимо совместно и скоординированно противостоять. Противостояние таким современным угрозам требует серьезного и ответственного отношения, совместных усилий и скоординированных мер всех народов и государств мира, заявил он. Наблюдатели отмечают, что с каждым годом в Таджикистане вслед за Россией происходит раздувание и расширение мероприятий, связанных с так называемым Днем Победы. Мы делали и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших вооруженных сил. В России данный инструмент используется Кремлем для объединения разношерстного населения страны под флагом патриотизма, воспевания единого советского прошлого. В странах Центральной Азии так называемый культ победы используется для укрепления господства России над своими бывшими колониями, а подконтрольные и лояльные России тираны стремятся опередить друг друга в продвижении этого культа. Атамбаев, Алмаз, как будто упрекает кого-то за то, что есть попытки забыть то, другое. Это тоже неуместное само по себе. Так, например, 8 мая 2015 года на неформальном саммите стран СНГ тогдашний президент Кыргызстана Атамбаев в сердцах возмущался, что лидеры СНГ не отдают должное празднику 9 мая, после чего даже Ислам Каримов отчитал своего коллегу за излишнее рвение в этом вопросе. Считает обязательным какие-то ритуалы, какие-то другие вещи. Очень приятно. Ваше мнение мы давно уже знаем. Так вот, я еще раз говорю, упрекать за эти вещи или где-то нравоучение читать на эту тему, я бы считал некорректным. Эксперты отмечают, что в Таджикистане масштабы празднования 9 мая с каждым годом увеличиваются благодаря властям и подконтрольным им общественным организациям, что в очередной раз указывает на возвращение Таджикистана в орбиту влияния России с агрессивной культурной и политической экспансией.